Мы вместе, наша сила в единстве. Это девиз Всемирного конгресса татар, под эгидой которого на этой неделе прошел 15-й международный форум «Деловые партнеры Татарстана». Он собрал предпринимателей татар со всего света – Казахстана, Кыргызстана, Афганистана, Якутии, Мурманской области и других. Всего в Казани собрались около 300 предпринимателей из 48 регионов России и 13 зарубежных стран. Татар, конечно же, объединяет общая культура, язык, традиции. Но, как говорится, ни чак-чаком единым жив татарин. Стоит задача еще больше укрепить связи с татарскими диаспорами, бизнесом. Нам надо быть вместе с нашими успешными деловыми ребятами. Времена сейчас непростые. Мы рассчитываем и в трудностях оставаться вместе. С рынка уходит бизнес, инвестиции сокращаются. На их место мы приглашаем вас. Приходите, убедитесь, знакомьтесь с новыми предпринимателями. Так обратился к собравшимся председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин. Репортаж Зуфара Давлетшина. Родился в Польше, жил в Великобритании, корни татарские. По паспорту Михал Адамович просит называть себя Мансуром. Был, говорит, в Польше список разрешенных имен, в котором, само собой, татарских не было. Сын руководителя Союза татар Республики Польша с детства слышал наставление не забывать о своих корнях. Когда я только повзрослел, задал себе самый главный вопрос – кто я? Я себе ответил это двумя словами – я татарин. И жену решил себе найти татарских кровей. Нашел через интернет. Она тогда училась в Москве и выиграла грант на обучение в Великобритании. Предложила и ему туда приехать. Тут уже заиграла татарская кровь. Была машина, был компьютер, все продал, купил билет, полетел. Полетел чуть-чуть пораньше, на 2 месяца. Для того, чтобы тоже вот девушку встретить, но по-мужски. Да? То есть не то, что я с самолета вышел и сразу ее встречаю. То есть, прилетает девушка, значит, я должен ее как-то встретить. Как минимум с цветами. На цветы надо заработать. Поначалу работал грузчиком по 16 часов в день, без выходных. Потом прошел обучение в Академии управления и стал руководителем крупной компании. Здесь же родились 2 дочери, занялись общественной деятельностью в татаро-башкирской организации Лондона «Заман». И все там было хорошо. Престижная работа с хорошим заработком, 2-этажная квартира с садом, машина и так далее. Мы ценили то, чего мы добились. Мы очень это ценили, но понимали, что это все фата-моргана. Что это только кажется, что это так хорошо. Тогда началась меняться школа в Великобритании, то есть начались вот все эти гендеры и так далее, вводиться детям, да, что дочка пришла, сказала, что мальчиков учат, что у них тоже будет месячное и так далее. И я такой, все, хватит. Вот пока не поздно, пока у нас еще нормальные дети, убегаем. В 2014 году приехал в Казань туристом. Узнал о Конгрессе татар, пришел, рассказал о себе, еще плохо зная русский. Потом познакомился с главой Лаишевского района Михаилом Афанасьевым, ныне руководящим Зеленодольским районом. В 2019 году купили землю в Камско-Устинском районе. Теперь Мансур Адамович и его жена Венера – фермеры и развивают туристический бизнес. В хозяйстве 15 гектаров земли, пасека. Благодаря участию в мероприятиях Конгресс татар познакомился с ягодником Ильдаром Сиддиковым и этой осенью на своем участке высадили малину. Понял, что Татарстан именно то самое место души и сердца, которое искал с молодости. Поверил в особенную стать этого места. Нет вот этих фобий, которые есть везде и так далее. Здесь, окей, приехал ты оттуда. А ну-ка расскажи, что у вас там делают лучше, давай мы тоже так будем делать. Вот эта пословица, неважно где родился, в Татарстане пригодился. Вот именно так и это работает. Да? То есть Татарстан, он притягивает. И в этот раз, участвуя в форуме «Деловые партнеры Татарстана», оказался в компании давнего знакомого, который рассказывал гостям о достижениях Зеленодольского района и своих знаниях татарского языка и культуры. Нам очень важно общение, важна встреча. Бер Курыши, Бергумер. И очень важно послушать наших гостей, чем они занимаются, какие у них есть новинки, рассказать о себе.
Масштабирование и расширение горизонтов, новые связи и возможности. Этот форум именно для этого. И здесь на первом месте не национальность, главное желание сотрудничать с Татарстаном. В первую очередь это масштабы и структурность вот именно этих инвестиций. Здесь огромное поле, то есть как бы изучать вот этот опыт, внедрять, и вот именно в плане привлечения инвестиций, умение вот руководства Республики Татарстан, то есть привлекать инвестиции. 300 бизнесменов приглашены. Для нас важным является, что через бизнес мы сохраняем нашу национальную идентичность, язык, наши традиции, но и любой бизнесмен, как татарин, часть своей прибыли всегда направляет на татарские дела, что мы полностью приветствуем, обучаем, поддерживаем и их между собой соединяем. Экономика Татарстана многовекторная и успешная, и возможностей именно для российских бизнесменов становится только больше. С рынка уходят предприниматели, бизнесмены из дальнего зарубежья. И я думаю, эту нишу заполнят вот такие предприимчивые люди, не безразличные люди. Битараф болмаган кишилер битсиз. Не стесняйтесь, коллеги с мест, татарские бизнесмены. На вас еще бизнес одна задача, но вы еще несете и вторую задачу. Объединять татарскую диаспору, объединять татар, живущих компактно на вашей территории. Зуфар Давлечин, Роман Безменов. 7 дней.